Всех приветствую в программе «Спорт», где я показываю минувшие и текущие спортивные события, анонсирую грядущие, рассказываю об успехах наших спортсменов за Саянами и, наконец, общаюсь с людьми, кому есть что сказать о спорте в целом. В этом выпуске я расскажу о дзюдо и фигурном катании в Туве, а о художественной гимнастике подробно расскажет гостья программы. Но обо всем по порядку. Поехали! На прошлой неделе в СК Субэдэй прошел республиканский турнир по дзюдо среди детей, посвященный к 50-летию спортивной школы Олимпийского резерва «Олимп». Турнир собрал 123 участника. В числе организаторов мероприятия Альберт Мангуш, мастер спорта международного класса. Подготовка участников самая разная, но я бы отметил юных дзюдоистов из Овьюра и Чадана. Заметно, что тренер хорошо поработал с ребятами. В конце года мы планируем провести еще один турнир среди юниоров. И на следующий год у нас много планов. У моих ребят это первое выступление, поэтому они волнуются. К сожалению, они сегодня так плохо выступили, но для первого раза это тоже неплохо. Но в следующий раз будем готовиться, чтобы занять место. Дзюдо в Туве появилось на стыке 70-х, 80-х годов прошлого века. Первооткрывателем является известный в республике борец Иван Хураган, который познакомился с азами этого японского единоборства во время прохождения службы в рядах вооруженных сил Советского Союза. С момента основания в 1985 году первого отделения дзюдо по сегодняшний день тувинское дзюдо претерпело немало изменений в плане структуры и подходе к тренировкам. Подготовка новой смены происходит здесь и сейчас. Турнир выявляет талантливых борцов. Меня зовут Надя. Я здесь уже год. И сейчас у нас проходит соревнование в честь Олимпа. Ему исполняется... Ему 50 лет исполняется. И поэтому начинается соревнование. Я уже второй раз здесь. Меня сильно кинули, что у меня уже нога болит. И вообще, мне нравится дзюдо. Я только выбрал дзюдо из-за того, что мне это захотелось. Мой брат тоже потом захотел идти на дзюдо, но из-за того, что ему не понравилось, он ушел. Но я не сдался и начал дальше идти. С присущей философией страны восходящего солнца дзюдо базируется на 3 главных принципах. Это взаимная помощь и понимание для достижения большего прогресса, наилучшее использование тела и духа, также умение поддаться, чтобы победить. Фигуристки ледового катка спортшколы Субэдэй готовятся к республиканскому турниру по фигурному катанию на коньках, который пройдет 5 и 6 декабря. Ожидается выступление около 150 участниц. Для кого-то предстоящий турнир станет первым серьезным испытанием. Будут выступать по юношеским разрядам, а также начинающие спортсмены будут выступать по норме юный фигурист. Судейская коллегия будет из Омской области. Будут 2 судьи первой категории. На республиканском турнире изъявили желание поучаствовать также фигуристки из Абакана. Как рассказала президент Федерации, возможно, участницы приедут и из других городов. Само фигурное катание относится к сложно-координационным видам спорта. Основная идея заключается в передвижении спортсмена или пары спортсменов на коньках по льду с выполнением вращений, прыжков, комбинаций шагов, поддержек и других элементов под музыку. В ноябре мы пригласили к нам тренера из города Санкт-Петербург, участника чемпионата России, многократного призера турниров города Санкт-Петербург и других городов России, мастера спорта по фигурному катанию на коньках Смирнова Антона Юрьевича. А вот и тренер из Санкт-Петербурга. Тренировки фигуристок включают в себя не только оттачивание навыков на льду, но и стандартные кардиотренировки. Дети разные здесь, от начинающих до более-менее опытных фигуристов, поэтому задачи разные у нас стоят. Маленьких учим первым шагам, скольжению, каким-то простым вещам. Те, кто постарше, девочки, уже прыгаем с ними. Сейчас соревнования будут через 2 недели. Будем разбираться сейчас с программами, ставить хореографию, подтягивать вращения. Все к соревнованиям, все, что нужно, будем с ними делать.
Катание на коньках укрепляет мышцы и способствует их хорошему тонусу, а также помогает формированию красивой осанки, развитию вестибулярного аппарата, увеличивает выносливость, ловкость и силу, улучшает гибкость, пластичность. Но в то же время данный вид спорта довольно травмоопасен и затратен финансово. Главный элемент гардероба фигуристок – коньки стоят от 8000 рублей и до бесконечности. Добавьте сюда тот факт, что ваш ребенок растет, и частая покупка новой спортивной амуниции станет обязательством для родителей. Но отбросим всю прозу, поскольку есть неоспоримый факт, который выделяет фигурное катание от остальных видов спорта, его красота и даже некоторая помпезность. Наш край полон спортивными талантами и дарованиями. Наша сегодняшняя гостья всю свою жизнь посвятила художественной гимнастике. Алена Викторовна Удот уже многие годы работает в должности президента Федерации художественной гимнастики Республики Тыва. Она является и лицом целой спортивной дисциплины в Туве, и главным ее тренером. Алена рассказала о том, кому удается стать ее воспитанницами и в перспективе получить профессиональные спортивные навыки. Я думаю, что здесь и так бывает, но я думаю, 80-90% это обоюдное желание и ребенка, и родителей. Может бывать такое, что дети увидели где-то по телевизору, или одноклассница занимается, тренируется там, или в садике подружка, да, по группе, и в группе там показывают какие-то мостики, шпагат, и она такая: ох ты, я тоже так хочу. Приходит домой, говорит: мама, там, а вот моя подружка занимается гимнастикой, давай мы тоже пойдем сходим. Вот такое бывает. Бывает, что наоборот, вот родители, у них ребеночек только-только родился, девочка, и они уже мечтают, чтобы она занималась художественной гимнастикой. Некоторые в годик мне пишут, некоторые в 2. Ну, я считаю, оптимальный возраст все-таки 3-4 года, самое раннее. Но, в принципе, вот до 6-7 лет это допустимо. Таким образом, в художественную гимнастику приходят практически с младенческих лет. Впереди у гимнасток долгие годы упорных тренировок, закаливания характера, им прививается эстетическое воспитание, и, наконец, между тренером и воспитанницами появляется незримая крепкая связь. Ну, каждый по-разному. Кто-то в детстве может не выдержать нагрузки, или родитель может не выдержать нагрузки. Кто-то, ну вот в школе, когда начинаются выпускные классы, тогда делают упор на учебу. Конечно, если ребенок талантливый и очень старательный, и у него все получается, и когда вот родители говорят: нет, все, здесь мы будем уже поспокойнее, надо учиться, тогда, конечно, и мне, и ребенку очень жаль. Не буду говорить обидно, но действительно жаль, потому что можно было бы получить хороший результат. Отдать должное, все мои воспитанницы, которые, более-менее до взрослого возраста со мной прошли этот путь, они приходят каждый год, скажем так, 2 раза в год минимум. Летом и зимой у нас соревнования здесь проходят городские. Вот они приходят, дарят цветы. Какая польза от занятий художественной гимнастики? Более активные, более подвижные, более пластичные, более женственные, более чувствительные, умственно, более, скажем так, такие активные. Дети, гимнастки, они понимают, что все, что они делают, это может выглядеть либо, грубо говоря, хорошо или плохо, эстетично или неэстетично, да, и с этой позиции они уже рассматривают вообще все вокруг. Если быть объективным, то фигурное катание – это тот спорт, где родителям придется раскошелиться. Вид спорта у нас, скажем так, наверное, дорогой, если смотреть на стоимость инвентаря именно профессионального и костюмов для выступлений. Вообще можно абсолютно уложиться в бюджетный вариант, то есть не шиковать, все по минимуму, просто по стандартам, да, размерам. Это абсолютно под силу каждой семье, я считаю. Допустим, вот приходит девочка, только-только начинает заниматься художественной гимнастикой, шортики, маечка. Можно обойтись одним купальничком, это, наверное, от 300, да, то есть по бюджету смотреть. Можно за 300 рублей купить купальничек ей, можно за 1300 купить шортики, маечку. Полутапочки тоже рублей 300-200. Сейчас, жизнь у нас такая, что практически везде нужно вкладываться, и если ты хочешь, чтобы твой ребенок
добивался результатов в принципе и, допустим, добивался их быстрее, то ты должен вкладываться даже дополнительно, даже если где-то, допустим, это и не очень требуется. Вот даже я говорю на первых родительских собраниях, когда дети только-только заходят, я говорю родителям: вот смотрите, у нас выступление, соревнования. Вы можете купить купальничек, обычный цветной купальник из лайкры, за 1300 рублей. Это будет ок. Главное, чтобы там юбка не была до колен. Можно вообще без юбки, на бретельках, даже 800 рублей, просто чтобы он эстетически красивый был. Но если у вас есть дополнительные денежные средства, которые вы можете потратить, пожалуйста, купите купальник за 20 тысяч. Такое тоже есть и для маленьких детей. То есть я здесь, пока дети маленькие, никого не заставляю. Я наоборот рассказываю, что есть бюджетные варианты, потому что ваши дети быстро растут, быстро вырастают из предметов, из скакалок особенно. Родилась и выросла Алена Удод в городе Красноярск. В художественной гимнастике с детского сада. До 10 класса училась в обычной общеобразовательной школе. После поступила в Красноярское училище Олимпийского резерва. Возможность обучать и тренировать тех, кто младше, у Алены появилась именно в те годы. После окончания училища молодая гимнастка со своим академическим образованием становится полноправным тренером, у которой за плечами звание мастера спорта России. Следующий шаг – обучение в Сибирском федеральном университете на очно-заочном отделении. По окончанию университета ей позвонил тренер и сделала предложение. Пришло в крайспорткомитет письмо из Республики Тыва. Они ищут специалиста по художественной гимнастике. Я же, говорит, знаю, что у тебя мама родилась и выросла в Кызыле. Ты как раз закончила университет. Как считает Алена Удод, художественная гимнастика – это искусство в спорте или спорт в искусстве. Выступление можно назвать мини-спектаклем под музыку. В него закладывается определенный смысл, который развивается по всем правилам драматургии. И видя, как под крылом такого опытного мастера сейчас занимаются гимнастки, о будущем художественной гимнастики Тувы можно не беспокоиться. Дорогие жители Тувы, дети, взрослые, у нас наступает зима. Я хочу пожелать, чтобы все были тепло одеты, чтобы тепло души, сердец вас тоже согревали, чтобы всегда были рядом ваши любимые, дорогие люди, чтобы все были здоровы, чтобы было благополучие в ваших домах, чтобы дети радовали взрослых, взрослые, чтобы понимали детей, чтобы все мы были счастливы, чтобы солнце нам светило, и чтобы у всех все было тепло и уютно в домах. На такой доброй и позитивной ноте я с вами прощаюсь ровно на неделю. Автор программы РС Мангуш, монтаж Самда Амиргит. Услышимся.